В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутске задержали 2 наркоторговцев из Хабаровска. Школу номер 1 столицы республики разместят в здании торгово-экономического колледжа. Школьники присоединились к акции «Чистая река» в Мегино-Кангаласском улусе. В Якутске задержаны 2 крупных наркоторговцев из Хабаровска. Сотрудниками наркоконтроля было установлено наблюдение за подозреваемыми, и вскоре они были задержаны с поличным на окраине города при оборудовании тайников закладок. Злоумышленники осуществляли сбыт наркотических средств через теневые платформы в интернете на территории Якутии и Камчатского края. Проведенные исследования подтвердили, что изъятые вещества являются наркотическими средствами синтетического происхождения общей массой свыше 4 килограммов, что составляет порядка 34 тысяч среднеразовых доз. 3 кандидатов сняли с участия в выборах мэра столицы республики, которые пройдут с 26 по 28 марта. По данным столичной территориальной избирательной комиссии, Якутский горсуд отменил регистрацию кандидатов Микаэла Заболотного от партии «Социальная защита», Ильи Паймушкина от партии «Малого бизнеса России» и Владимира Федорова от партии «Дело». Ранее иски в суд об оспаривании их регистрации подал кандидат от партии «Родина» Аял Прокопьев. Ответчиком выступает избирательная комиссия окружной администрации Якутска. На сегодня кандидатами в выборах мэра числятся Евгений Григорьев от «Единой России», Савва Михайлов от КПРФ, Виталий Обедин от «Справедливой России», Аял Прокопьев от «Родины», Евгений Рябченко от ЛДПР и Иван Комаров от «Гражданской платформы». 42 новых случая коронавируса выявили за сутки в Якутии. Так, в Якутске 28 случаев, 4 заболевших зарегистрировали в Мирнинском районе, 3 в Усть-Алданском, 2 в Нерюнгринском районе. По одному пациенту с коронавирусом обнаружили в Алданском, Вилюйском, Ленском, Сунтарском и Чурапчинском районах. Между тем, количество получивших вакцину от коронавируса за сутки достигло 2000 человек. Первый этап процедуры прошли 55 093 якутянина, второй – 31 797 человек. Всего в республику поступило 56 412 доз вакцины, 98,5% которой уже использовано. К другим темам. Госуслуги автоматизировали подачу справки 2 НДФЛ в банке. Для этого пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля. Справка будет автоматически направлена в банк. Новый сервис на портале госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян. Школа номер 1 города Якутска переедет в здание торгово-экономического колледжа потребительской кооперации. Старое здание учебного заведения на проспекте Ленина не отвечает обязательным требованиям безопасности. После целого ряда соответствующих проверок разными инстанциями вывод один – в здании опасно находиться. Это значит, 600 учащихся должны заниматься в другом месте. Глава республики Айсан Николаев осмотрел сегодня здание колледжа, а также побывал в самой школе номер 1. Подробности визита в материале Ульяны Шагиной. 4-этажное здание бывшего Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации сегодня пустует. Глава республики Айсан Николаев после осмотра здания поручил правительству в кратчайшие сроки решить все вопросы по выкупу здания, принадлежащего обществу «Халбос», а также провести здесь капитальный ремонт. Я считаю, что в течение лета, если работа будет проведена, то 1 сентября уже учебный процесс может быть там открыт для школы. По техническим характеристикам здание колледжа может отвечать всем требованиям. Здесь просторные классы и широкие коридоры, а для родителей это наиболее оптимальный вариант для переезда. Там 4 этажа, там больше 20 классов, актовый зал, спортзал. То есть я думаю, что это нас очень устроит, детей устроит. С переездом расширятся и квадраты, так что здесь решается не только проблема со старым зданием, но и с трехсменным режимом обучения, в котором сегодня вынуждены находиться дети. Мы готовы на этом месте открыть начальную школу, чтобы обеспечить все прикрепленные дома центрального округа. Это около 40 домов.
Между тем обновят и старое здание. Скорее всего, в будущем здесь разместят начальные классы. Но вот в каком здании, в отремонтированном или же все-таки в снесенном и на его месте построенном новом, глава республики поручил решить вопрос в течение месяца. Правительство должно сейчас вопрос рассмотреть и в течение месяца с городскими властями определиться и мне уже внести на утверждение. И считаю, что этот проект надо реализовать в ближайшие годы с тем, чтобы здесь у нас на проспекте было хорошее современное здание, красивое здание, отвечающее всем требованиям, которые предъявляются к школам на сегодняшний день. Уверен, что все у нас получится. Кроме того, принципиальным станет вопрос сохранения архитектурного облика старого здания школы. Построенная в 1939 году в духе сталинского ампира, школа должна остаться таковой, при этом отвечая всем самым современным образовательным стандартам. В ноябре школа отметит столетний юбилей, и, конечно же, и учителя, и школьники, и родители все надеются, что долгожданный праздник они отметят уже в новом здании. Мы и дальше продолжаем следить за судьбой школы номер 1. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Отборочный этап 6-го республиканского конкурса «Моя профессия IT» стартовал в Намском районе. В нем принимают участие 48 школьников из 12 образовательных учреждений. В первый день спикеры конкурса рассказали участникам о технологических трендах, развитии цифровой экономики и инновационной экосистемы в республике. Также организаторы проведут тестирование школьникам по выбору будущей профессии. В течение 2 дней ребята будут бороться за звание лучших в работе менеджера, дизайнера и разработчика. Отмечу, что конкурс проводится во всех районах республики. По итогам всех отборочных этапов командам будут выданы путевки на финальные состязания, которые состоятся в начале мая. Я раньше участвовал в хакатонах. В прошлом году хакатон проводился дистанционно. И я очень рад, что в этом году он проводится очно. Думаю, что так будет легче участвовать, чем дистанционно. В будущем я хочу связать свою профессию с IT. Хочу стать программистом, и думаю, этот конкурс мне поможет в этом. Хочется отметить, что в Намском вузе открыт IT-центр. И, конечно, вот сегодня тоже присутствуют специалисты. Они выполняют роль ментора, направляют участников команд и будут сопровождать уже команд. И их задача подвести к итогу, чтобы они успели реализовать свои проекты вовремя. Акцию «Чистая река» провели ученики средней общеобразовательной школы села Техтюр совместно с инспекцией охраны природы Мегино-Кангаласского района и Якутского комитета экологического надзора республики. Подробности у наших коллег. Инициатором экологической акции является молодой директор школы Андрей Вадимович. Ему не безразлично будущее природы нашей неотъемлемой республики, поэтому он призывает местных жителей района часто проводить подобные мероприятия. И хотим бы призвать другие организации, не только школьные, да, и другие организации, чтобы провели вот такие вот акции. Подрастающее поколение с малых лет уважительно относится к родной природе. За чистый берег, за чистый воздух, за чистую воду готовы преодолевать любые преграды. Мы провели по своей инициативе акцию «Чистая река» и хотим поблагодарить всех, кто приняли участие. Обучающиеся сельской школы усердно подготовились к данной акции. С 1 по 11 классы нарисовали плакаты, призывающие сохранить окружающую среду, и установили их рисунки вдоль проезжей части на видном месте. Большинство любителей отдыхать на природе, как досадно бы это ни звучало, после себя оставляют кучу мусора. За ними приходится каждый раз убирать. Нет, промышленных отходов нету. Есть вот чисто бытовые картон, коробки, пачки сигарет, пластиковые бутылки то редко встречаются. Серьезных загрязнений, слава богу, не наблюдается. Но судя по примерзшим во льдах картонных бумаг, мусор здесь пролежал с осени. А в войлах, похоже, оставили до следующего раза. Некоторые любители подлённой рыбалки не остались в стороне, дружно начали присоединяться к уборке территории. Чистота и порядок всегда требует. И всем пожелаю, чтобы все так были, как и мы. Чтобы всегда оставляли после себя чистую природу, надо уважать.
провели беседы с рыбаками, раздали памятки, чтобы они после рыбалки весь свой мусор собрали и увезли в город или в село. В итоге из небольшого участка собрали несколько мешков мусора. Инспекторы охраны окружающей среды поблагодарили участников акции, вручили символические подарки детям. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Ленский писатель Сергей Москвитин стал победителем международного конкурса сказок. Всего он отправил 7 произведений, оценивали их преподаватели литературного института, детские писатели и дети. В родном городе его знают как поэта, краеведа и публициста. Он выпустил 23 книги. Поскольку жанров было много, я подобрал 3 сказки для взрослых, 3 сказки для детей и 1 сказку-притчу. Я отправлял сказки в январе. Никаких промежуточных итогов не поступало. Я даже не знал, что прошел сначала в полуфиналисты, потом в финалисты. Новость для меня, конечно, неожиданная. Традиционный чемпионат по русским шашкам в этом году проходит по новым правилам. Напомним, минувшим днем в Якутске в шахматно-шашечном центре стартовал чемпионат республики по русским шашкам, в котором принимают участие именитые шашисты и шахматисты Якутии. Из-за пандемии коронавируса в этом году чемпионат претерпел изменения. Сейчас по классической программе участники соревнований играют по укороченной. Это касается и мужчин, и женщин. У нас сейчас играет действующий чемпион мира Андрей Егорович Федотов, это Самгинского Луса. Подтягиваем свою молодежь. Те ребята, которые на своих возрастных группах в первенстве республики были чемпионами, призерами, они и сейчас выступают. Ну, здесь самая маленькая, это у нас Прокопьева Инна. Она нынче стала чемпионкой первенства республики. Считай, она только начинает свой путь, и чтобы в совершенстве владели, мы также их испытываем на сильнейших участников. Якутский борец Виктор Рассадин вышел в бронзовый финал чемпионата России по вольной борьбе, который проходит в Улан-Удэ. Проигрывая со счетом 1-9, он сумел переломить исход поединка, положив на туше дагестанца Азнаура Таваева. Сегодня в 20:00 Виктор Рассадин поспорит за бронзовую медаль с действующим чемпионом России Черменом Валиевым. У меня к этому часу вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маски и дезинфицировать руки.